Так, добрый день, уважаемые школьники Мигно-Кангаласского района. С вами говорит врач-психиатр и нарколог Мигно-Кангаласского СРБ, село Мая, Владимир Анатольевич Акимов. Наркотик, как вы знаете, это вещество, злоупотребление которым вследствие социальной опасности официально признано таковым из-за его способности при однократном употреблении вызывать привлекательное психическое состояние, а при систематическом его приеме – зависимость от него. Наркоманией названа болезнь, вызванная систематическим употреблением веществ, включенных в список наркотиков, проявляющаяся зависимостью от этих веществ психической, а иногда и физической. Так, теперь виды наркотиков. Это, как вы знаете, конопля. Это наиболее встречающийся наркотик. Из-за того, что препараты конопли обычно курят в первую очередь, страдают легкие больных. Постепенно развивается хронический бронхит, рак легких. Алкалоиды конопли весьма серьезно поражают печень. Особое влияние оказывают они на головной мозг, который начинает работать примерно так, как он работает у больного шизофренией. Опиоидные наркотики – это морфин, героин, кодеин, метадон и другие. В настоящее время являются главной причиной смертности и инвалидности среди наркоманов. Все психостимуляторы – это разрушающие душу и тело допинг. Они имеют две общие черты. Первая черта – это резко увеличивает частоту сердечных сокращений и повышают артериальное давление. Вторая стадия – это чрезмерно усиливает обмен веществ, в том числе в головном мозге. Также препарат экстази – это противовес. Широко известному заблуждению вовсе не является легким наркотиком. Экстази вызывает потребность постоянно двигаться, и интенсивная физическая нагрузка приводит к подъему температуры тела. Но из-за нарушений терморегуляции, сопровождаемой уменьшением теплоотдачи, происходит перегревание организма и тепловой удар. Большая часть вызванных экстази смертей связана именно с перегревом. Прием экстаза часто вызывает повышение артериального давления вплоть до гипертонического криза. Употребление кокаина, его производная крэк, врачи называют фаст-киллер, быстрые убийцы. Отказаться от кокаина очень трудно. Его способность вызывать зависимость не уступает героину. Кокаиновый психоз, который развивается вследствие длительного употребления кокаина, помимо тревоги и страха осложняется зрительными, а еще чаще слуховыми галлюцинациями. Появляется мучительный кожный зуд. Так, ингалянты – это токсические вещества, которые человек вдыхает для достижения состояния эйфории. К этим веществам относятся пары бензина, ацетона, бензол и другие. Злоупотребление ингалянтами даже один раз в неделю приводит к развитию следующих осложнений. По токсичности и вреду для организма с ингалянтами не может сравниться никакой наркотик. Наблюдения, проведенные на протяжении 5-15 лет над подростками, показали, что у 37% подростков, употребляющих ингалянтами, к 23 и 32 годам развивался алкоголизм. Ну, на этом все. Поэтому, уважаемые школьники, подростки, также их родители, не забывайте ответственность брать на себя. И у каждого ответственность за свое здоровье, за свое состояние лежит именно только на себя. Поэтому будьте здоровы, не употребляйте наркотики, не курите, также не употребляйте алкоголь. На этом у меня все. Всего вам доброго.